Метан, в отличие от того же пропана, самый экологичный вид газа. Он практически не оставляет вредного выхлопа. Именно это его качество выделяют как основное при выборе перехода на газомоторное топливо. Однако есть и еще один не менее важный фактор – цена. Сейчас пока на данный момент у меня на зимний период экономия 2 раза. Так как я ездил раньше на дистопливе, поэтому расходов больше было. В день я расходовал где-то 4,5-5 тысяч, а сейчас 2,5 тысячи. И это учитывая больший расход газа, в отличие от того же бензина. Максим Михайлов – опытный специалист. В системе автобусных перевозок работает аж с 90-х годов. Свою машину знает как никто другой и уверенно заявляет – на метане автобус работает лучше, чем на дистопливе. Стало тише работать, и приемистость, мощность прибавилась. У меня постоянно спрашивают, уже 2 человека уже заинтересовались, хотят у меня узнать, как он будет зиму работать. И потом уже, надеюсь, они перейдут уже. Кстати, переход на газомоторное топливо обошелся Максиму Михайлову в 30 с лишним тысяч рублей. Фактическая стоимость установки оборудования свыше 300 тысяч. Сэкономить получилось благодаря государственному субсидированию. На легковой автотранспорт идет субсидия от 115 тысяч до 200 тысяч идет. То есть мы, примерно, клиент приходит, мы считаем по весу, по типу автомобиля, и мы предлагаем оборудование. То есть есть даже такие моменты, клиенты, которые у нас устанавливают вообще бесплатно. То есть если мы посчитали, клиенту оборудование выходит 148 тысяч, а у него подходит по субсидии по 150 тысяч. То есть клиент уже вообще ничего не платит. Сегодня в Якутске есть только 4 метановые заправки, но объемы станций планируют увеличить. Кроме того, специалисты Саханефтегазбыт отмечают, что сегодня они работают на опережение и уже имеют все ресурсы для выезда в районы и установки газового оборудования для сельхозтехники. Однако для этого пока не подготовлена правовая база. Саргалана Неустроева, Георгий Григорьев, Якутск.